Жители сел Галского и Тхорчалского района в течение 2 недель механическим способом собрали около 2 тонн мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селах Галского района. Клопов отлавливали в основном в подвалах и сараях. Ведра и мешки с клопами тут же на месте взвешивали и выплачивали деньги. За 1 килограмм 1000 рублей. Посчитайте. 10, 40, 50, 63. Спасибо вам. Всего доброго. Ранее подобные мероприятия были проведены в Гулрыбском и Ачимчирском районах. К примеру, сегодня в городе Ачимчира российские специалисты приняли около 500 килограммов клопов. Жители сел собирали насекомых целыми семьями и признаются, что плата за клопов еще больше подстегнула их. Люди проблемы поняли, они к нам навстречу идут, никаких проблем нет. Просто мы тоже заинтересованы в том, чтобы его не было. Специалисты Минсельхоза России выкупают у населения Абхазии клопов, чтобы изучить их ген ДНК в научном исследовательском институте в России. Но это лишь одна из причин, по которой за каждый килограмм вредителя выплачивается такая сумма. Как объясняют ученые, клоп еще около недели будет находиться в состоянии покоя. И в этот период надо эффективнее вести борьбу с ним именно механическим способом. В течение рейда получилось так, что мы поняли, что буквально 2 недели есть для того, чтобы решить этот вопрос в оперативном режиме и наиболее эффективно с помощью механического сбора. Потому что механический сбор, каждый клоп, которого мы сейчас собрали, он не даст потомства в 6 миллионов в конце сезона. То есть на сегодняшний момент мы фактически нейтрализуем экологическую катастрофу. Проблема с распространением мраморного клопа существует во всех районах Абхазии, но больше всего пострадала восточная часть страны. Здесь после механического сбора клопов планируется вновь применить ядохимикаты. Температурный режим будет меняться, среднесуточно будет где-то не ниже 15 градусов. И вот тогда уже будет приниматься химическая обработка. Минсельхоз России все время оказывает нам в этом вопросе поддержку и помощь. Проблемы у нас с пестицидами, этого нет. Мы еще должны будем получить при поддержке Минсельхоза России опрыскиватели, что очень важно будет. Вот когда будет вести уже обработка химическим путем, то, конечно, нужны будут опрыскиватели, защитные костюмы, там и спецодежда необходимая. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность мраморного клопа. Буквально несколько дней назад в Абхазию были привезены ядохимикаты. Химические вещества, которыми будут травить вредителя, будут распределяться по селам. В первую очередь, конечно, юридические лица, но и также частные лица, потому что если юридические лица здесь совхозы, колхозы будем лечить, если частное лицо не будет лечить, то поэтому здесь эффект не будет, и это должно быть лечение как бы одновременно, и поэтому люди очень заинтересованы. Примерно одной баночкой этого вещества можно обработать около гектара земли. На данный момент привезено в Абхазию более 5 тонн химикатов. Планируется завести еще 3 тонны. Борьба с вредителем химическим способом начнется уже на следующей неделе. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.